Здравствуйте, дорогие зрители! И мы с вами продолжаем говорить о том, что же мешает нашему счастью. И, в частности, такой сложный, такой объемный синдром дефицита внимания и гиперактивности. Очень важно понять из того, что мы с вами обсудили, что формирование СДВГ – это полная ответственность родителей. Не обращают внимания на те симптомы, на которые надо обращать внимание. Мы с вами в предыдущих передачах об этом подробно поговорили. Поэтому не надо ждать милости от природы, как я говорю, что спасение утопающих – это рук только самих утопающих. Поэтому очень важно взять полностью ответственность за психическое здоровье, а я считаю, это самое главное здоровье у детей, в свои руки, стать для них психологами, даже психотерапевтами. Кстати, психотерапия детям не проводится только в острых каких-то таких вот ситуациях. А так родители должны психологизироваться, посещать лекции специалистов, профессионалов, а не каких-то там блогеров, понимаете, неизвестных в интернете, ходить на психотерапию самим и интересоваться жизнью своего ребенка каждый день. Очень важно родителям запомнить, что воспитание в форме претензий, а мы общаемся между собой только в форме претензий, это самое неэффективное воспитание и самый неэффективный способ общения. Что такое претензия? Это истерическая манипуляция поставить человека в позицию виноватого, чтобы он оправдывался перед нами, чтобы он зависел от нас. Поэтому я призываю родителей научиться отражать своего ребенка, то есть подчеркивать его достоинство. Не надо преувеличивать, не надо говорить о том, что вы на самом деле не видите в своем ребенке. Но можно обсудить, как достичь того или иного качества, которое вы хотите видеть у ребенка. Еще раз, отражайте ребенка каждый день. Найдите возможность каждый день сделать комплимент своему ребенку. И вы увидите, как ваш ребенок преобразится, и он станет действительно активной личностью. Ну, а еще я хотела бы вам рассказать одну историю по поводу необходимости иногда лечения минимальных мозговых дисфункций. Помню, как-то приходит ко мне учительница начальных классов и дотошно выспрашивает: вот у вас лечится такой-то ребенок. Я говорю: откуда вы это знаете? А мне рассказали его родители. А почему это вас так взволновало? Ну, вы понимаете, он условно переведен во 2 класс. Он прошел медико-педагогическую комиссию, ему поставили задержку психического развития. И тут он приходит во 2 класс, и он очень хорошо стал учиться. Признайтесь, ну, наверное, они вам рассказывали о том, что они наняли репетитора. Я говорю: вы знаете, как-то мы по поводу репетитора ничего не говорили. Я думаю, ну, просто было, может быть, достаточно того, что родители с ним занимались. А так это эффект отвлечения. Ну что вы, не может такого быть. Я говорю: чего не может быть? Что от лечения может быть такой эффект. Я говорю: а поверьте, у меня огромный опыт и огромное количество детей, которые, что называется, выкарабкивались, выздоравливали из задержки психического развития. Почему-то родители очень боятся обращаться за помощью к профессионалам. Очень болезненно реагируют, когда невролог или детский психиатр находят какие-то отклонения. Редкий раз ко мне приходили родители, которые говорили: а у нас жалоб нет, но мы хотим, чтобы вы посмотрели как специалист, и если что-то обнаружится, то мы будем лечить ребенка. Это абсолютно здравый смысл. Не надо прятать голову в песок, как страусы, хотя говорят, что страусы голову в песок не прячут, но выражение это для всех понятное. Лучше, что называется, правде вовремя смотреть в глаза, потому что я еще раз напоминаю, что только в детском возрасте можно действительно радикально помочь ребенку, а потом уже, естественно, и взрослому.
Но все боятся, что врач-психиатр назначает какие-то психические лекарства. Я хочу объяснить вам, что да, есть сильнодействующие препараты, но они используются в стационаре под наблюдением. А если ребенок или там взрослый лечится амбулаторно, то это обычно препараты без тяжелых побочных действий. Мало того, я еще хочу сказать о следующем, что самый чувствительный в организме орган, все говорят печень, да ничего подобного. Печень у нас восстанавливается, то есть клетки печени обновляются у нас каждые 3 месяца. Ну, для примера, клетки сердца обновляются 1 раз, ну, максимум 2 раза за всю нашу жизнь. Мышцы обновляются каждые 17 лет, кости каждые 7 лет. Видите, как интересно? Мозг, клетки мозга, я имею в виду нейроны, это ключик, да, самый главный в головном мозге, не обновляется никогда. Клетки мозга у нас, количество их только уменьшается с жизнью, но никак не нарастает. И очень важно понять, как же вообще развивается мозг. Вот вы видели голову новорожденного ребенка, и вы видели размер головы взрослого человека. Какая разница, да? Объем увеличивается в несколько раз. А я только что сейчас сказала, что в течение жизни количество нейронов только уменьшается, но никак не увеличивается. Как же это происходит? А происходит это следующим образом. Когда мы получаем знания, зуны, помните, я вам говорила, знания, умения, навыки, это происходит за счет того, что образуются отростки определенные, которые называются дендриты. Они увеличиваются, они начинают раздвигать клетки между собой, и мы говорим, что мозг набухает. И тогда промежутки между мозгом, между нервными клетками, нейронами увеличивается. И отросток, по которому идет импульс, который обеспечивает, допустим, работу нашего сердца или наших легких. А есть такие нервы, вот как блуждающие, отростки у которого достигают 1 метра и больше. Представляете? То вот этот отросток выпрямляется и становится прямая дорога для импульса, и скорость проведения импульсов увеличивается. Я тихо, что называется, подошла к теме. А как же помочь взрослым при этом синдроме СДВГ? А надо начать учиться. И учиться чему? Учиться тому, чтобы открыть для себя продукты и вещества, которые делают нас умнее. То есть мы подошли с вами к советам, как же помочь уже взрослым людям. Но детей это тоже касается абсолютно. Но просто я так много говорила о детях, что взрослые решили, что о них-то вообще, видимо, дело и не дойдет. Ну вот первое, наверное, о чем я хочу сказать, это о омеге-3. Это жироненасыщенная кислота. Но сейчас можно вот такие даже термины научные говорить. Почему? Потому что все сейчас грамотные, пьют БАДы, интересуются. И я еще раз повторяю. Омега-3 – жироненасыщенные кислоты. И все, наверное, вы хорошо знаете, что они содержатся в основном в рыбах жирных пород. Это рыбы холодных вод. Нам с вами здорово повезло. Мы живем на такой прекрасной реке, как Лена, где действительно холодные воды, где рыб очень много, рыбы жирные, и они действительно содержат очень много омеги-3. И вот ученые, причем наши, якутские ученые, посчитали, сколько необходимо съедать нашей якутской рыбы для того, чтобы восполнить суточную потребность в омеге-3. И оказывается, нужно каждый день съедать полкило сиговых. Ну, это нельма, муксун, чир, там, ряпушка. Или килограмм наших карасей. Но я думаю, что даже при наших возможностях
при всем нашем желании мы вряд ли сможем соблюдать такую диету ежедневно. Поэтому очень важно понять, что есть необходимость принятия этого вещества в форме БАДов. А для чего это нам так важно? А дело в том, что самая жирная клетка нашего организма – это не жировая клетка, как все думают, а это нейрон головного мозга. И если не будет омеги-3, то нейрон заполнится омегой-6, но это суррогат, и работать уже он качественно не будет. На этой интригующей ноте мы сегодня завершаем наш эфир, и я надеюсь, что это побудит вас в следующий раз встретиться с нами обязательно. До свидания.